Для ремонта Белого дома может понадобиться не менее 450 миллионов сомов. Об этом не так давно на заседании парламента сообщил Акылбек Джапаров. По его словам, в 2010 году, когда разгромили Белый дом, на ремонт ушло 380 миллионов сомов. И поэтому, исходя из своего вот такого печального опыта, я сказал, говорю, с учетом инфляции, наверное, где-то уйдет 450 миллионов сом. Сколько из них будет затрачено из фонда заработной платы, из помощи, которую оказывают сами депутаты, это постепенно мы будем выяснять. Но я думаю, точная цифра выйдет сейчас, будет, по всей видимости, так и должно быть. Позже исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Джапаров заявил на своем телеграм-канале о том, что на ремонт здания Жогорку Кеңеше требуется 450 миллионов сомов, не соответствует действительности. Информация о том, что на ремонт уйдет 450 миллионов, неверная. Это средства для проведения парламентских выборов. Люди ошибаются, говоря, что это расход на ремонт Белого дома. На него будет израсходовано меньше 10 миллионов сомов. Я дал поручение, в ближайшее время ремонт завершится. Между тем, ранее Марлен Маматалиев предложил коллегам самим отремонтировать свои кабинеты. Он также предложил закупить компьютеры, необходимую технику и принадлежности за свой счет. По его словам, 70 депутатов дали согласие, и работы уже начались. Некоторые депутаты уже начали, а есть еще, которые уже закончили свои ремонты внутри. Но есть такие общие ремонты, то есть общего назначения, это остекление наружного фасада, есть внутреннее остекление и двери. Вот на эти нужды сегодня вот тоже буквально вот 2-3 депутата еще подписали, то есть они тоже согласны на то, чтобы вот эти вот общие двери и общие стекла тоже поменяли за счет депутатов. Но не надо забывать о том, что есть еще аппарат, есть еще помощники. Если даже мы хотя бы ряд там закончим там кабинеты помощников и аппарата, то тогда это тоже будет очень хороший вклад со стороны депутатов. Ремонт Белого дома могут оплатить депутаты от 3 партий: Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан и Беремдик. Об этом заявил парламентарий Зарылбек Рысалиев. По его словам, за разгромленное здание парламента ответственны кандидаты от этих партий. Вчера со стороны Кожебека Рыспаева было предложено найти тех, кто поджег Белый дом, чтобы заставить их платить ремонт. Это уличные ребята, у них ничего нет. Я много лет поработал в органах. Мы все знаем, по какой причине они это сделали. Это 3 партии: Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан и Беремдик. Некоторые депутаты для того, чтобы попасть в первые ряды, платили по 300 тысяч и до $1 миллиона. Об этом они открыто заявляют. Пускай они восстанавливают Белый дом. Они могут не только восстановить, но и построить 5 таких. Если завтра начнутся выборы в парламент, они однозначно пойдут на выборы. На заседании Жогорку Кеңеша сегодня депутаты рассмотрели вопрос о создании межведомственной комиссии по определению причиненного материально-технического ущерба в административном здании Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики в связи с произошедшими 5-6 октября событиями, председателем которого был назначен Мирлан Бакиров. Вначале хотелось бы ознакомить вас с членами комиссии: Бакиров Мирлан, Сабырбеков Алмаз, Маматазимов Марат и по согласию по одному представителю из аппарата правительства, Генеральной прокуратуры, ГКНБ, Минюста, Минэкономики, Минфина, Минкультуры, МЧС и из других ведомств. Данная комиссия должна в течение 2 недель дать итоговое заключение по определению причиненного ущерба, списанию поврежденного и утерянного имущества. Напомним, ночью 6 октября в ходе народных волнений здание парламента было захвачено. Через несколько часов в восточной части начался пожар. Также сообщалось о разгромленных кабинетах. Азамат Киндешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.